Обнимая небо крепкими руками, летчик набирает высоту. Тот, кто прямо с детства дружит с небесами, не предаст вовек свою первую мечту. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу, лишь одна у летчика мечта — высота, высота, самая высокая мечта. Высота, высота. Не штурвал, а небо крепкими руками обойму движением одни. Ввысь летя ракетой, падая как камень, от машины в воздухе я не отделим. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу, лишь одна у летчика мечта — высота, высота, самая высокая мечта. Высота, высота. Обойму тебя я крепкими руками, а тебе я в небе тосковал. Я тебя сыплю звездными стихами, в небе для тебя одной я их собирал. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу, лишь одна у летчика мечта — высота, высота, самая высокая мечта. Высота, высота. Летели. Так, парашюты взяли? Да! Нет! Ребята, все руки вперед! Я же экстремал! Зачем мне парашют? Ты не экстремал. 50 минут, Все руки вперед, показали, как у нас все классно! Молодцы. Амина! Так, экстремал. Кто у нас экстремал? Оба. 3, 4. Полетели. О, прилетели. Так, руки как крылья сделали, полетели все. Полетели. Так, руки как крылья. И зажужжи. Полети, давай, мотор заведи. Завел? Завел. Ты знаешь, как мотор заводится? Вот. Вот. И ты полетел. А теперь 3, 4 подпрыгнули. 3, 4. Хоп! А, вот бы попал. Вообще-то, бегите. Хотя бы уступили девочкам место. Девочкам это не интересно. Ты так думаешь? А мы что увидели? Давайте руку, давайте. Давай руку. Давайте, руку, давай, руку. А мы не будем летать? Только в мыслях и во сне. Я лечу, лечу. Как они разбираются? Да, сейчас, подождите, вот ты еще. Сейчас, подождите. А мы не будем летать? Сейчас они спустятся и вы зайдете, да? Так, пожалуйста. Туда не заходить. Не заходите? Да. Без инструктора, без... На меня посмотрите. Почему мы не будем летать? Ребят, на меня посмотрите. А мы не будем летать? Да не будем. А мы хотим на это. Вон как Это команда, приготовиться. Нет? А, уже выпрыгивает. Вот смотрите, вот там есть красный, желтый, зеленый, как светофор. Значит, красный, когда горит, это приготовиться, желтый, внимание, и зеленый уже пошел. Нормально. Так что здесь тоже как бы свой светофор. Поэтому бояться не надо. Хотя, чтобы прыгать, бояться надо. Вот нет такого человека, который не боится. Даже спортсмены и те боятся прыгать. Игорь, сколько у тебя прыжков? У меня 54. Ну, у меня армейский, я награждаю. А у меня ни одного.
У меня вопрос. Да. Вот я вот крепится парашют к этой штуке, и когда парашют открывается, он этот трос стягивает? Нет. Отцепляется. Он от него отцепляется. Вот там вот видите, вот фал есть. А вот к этому фалу крепится вытяжной парашют. Крепление вытяжного парашюта. Слушайте, Отцепляется. Да, и вот, А пока парашют не открылся, он держит. да, вот здесь вот есть. Вот Сюда смотрите. крючок, кольцо. Вот к этому кольцу крепится вытяжной парашют, крепление вытяжного парашюта. И когда выпрыгиваешь, это все остается в самолете, а уже и чехол. А уже когда выпрыгнешь, уже парашют маленький открылся. И когда он уже полный, он тебя ставит в нормальное вертикальное положение и вытаскивает за собой основной парашют, и уже летишь нормально. А если парашют не открывается, человек просто на этой штуке висит? Нет, когда таких не бывает, но у парашютиста бывает два парашюта. Один сзади основной, и вот здесь спереди запасной. Дергаешь кольцо и открываешь запасной парашют. А если оба не открылись? Такого не бывает. Такого не бывает. Так, посмотрите. Ну, говорить о нашем аэроклубе нужно начинать с его истории. Это с 9 мая 1934 года. С начала образования нашего аэроклуба до начала Великой Отечественной войны в аэроклубе было выпущено более 4000 летчиков и технического персонала. На базе нашего аэроклуба во время войны был сформирован второй истребительный полк, который прошел по всем фронтам. Мы являемся старейшим, наверное, клубом Советского Союза. Ну и даже вот, если брать Чкаловский московский аэроклуб, мы старше него на целый год. Вообще, эра авиации в Северной Осетии началась с 4 сентября 1911 года. Был у нас такой художник в Осетии, Артем Кацан. В 11 году он поехал учиться в Мюнхен, как художник рисовать. И там был француз, который сделал летательный аппарат, назывался Граде. Он увидел этот аэроплан, там была школа воздухоплавания. Он начал летать там, и причем один из первых получил пилотское, летчика-воздухоплавателя в 2011 году. На этом летательном аппарате он выиграл соревнования по высоте и скорости. Ему его подарили. И вот где у нас было Суворовское общевойсковое училище, раньше там поле было, он там его собрал. И вот первый полет он сделал над Владикавказом, над парком, 4 сентября 2011 года. То есть эра авиации в Осетии началась еще с 1911 года. А в то время приехал сюда лечиться после ранения артиллерист Петр Нестеров. Он увидел этот аппарат, прокатился с ним, бросил свою пушку и стал летчиком. Это вот свой первый полет он сделал над Владикавказом. Его сейчас знает весь мир. Первая петля Нестерова, да, это был первый таран, был совершен им же. Так что в советское время нашу республику называли самой летающей республикой. Вот сколько героев Советского Союза у нас, даже выпускники нашего аэроклуба. Вот у нас сейчас их 14. Видели памятник. Пока там обозначены 8, остальные тоже документы придут, мы тоже их туда впишем. Очень много летчиков истребительной авиации, транспортной, бомбардировочной, выпускники нашего аэроклуба. Вообще в Осетии летчиков очень много. Если брать, например, войну в Египте с Израилем в 60-е годы, то первые летчики-снайперы, которые получили это звание, это очень почетное для любого летчика-истребителя, это очень почетное звание, летчик-снайпер. Это первые летчики-снайперы Советского Союза, это был Агузаров, Кастуев и Джоев, которые воевали там. И вот чтобы их даже не прослушивала израильская разведка, они разговаривали на осетинском языке в воздухе. То есть история Осетии в этом плане, как в авиации, да, вот летчики, парашютисты, чемпионы мира, чемпионы Европы. Вот после войны по просьбе комсомола и жителей республики клуб был восстановлен в 1956 году. В 1968 году была добавлена парашютная школа, которую возглавил, после училища сдал экзамены как летчик-парашютист.
приехал сюда, в Осетию, этот Мыкоян. Вот. И он возродил возродил эту парашютную подготовку здесь. И первые наши инструктора, летчики, которые закончили наши ДОСААФ, чемпионы мира, Европы, планерный клуб. У нас до сих пор у меня летают 3 абсолютно чемпиона Европы. Это Дятлов, Морозов и Васьков, Леонид Васьков. Они до сих пор летают, им уже за 60, но тем не менее летают, учат молодежь. Вот. Периодически наши летчики выезжают на соревнования. Вот наша летчица, планеристка Зарина Багаева в 2015 году заняла 3-е место в Италии среди женщин. Вот из всего того, что я сказал хорошего, есть, конечно, как говорит, ложка дегтя во всем этом. То есть старейший клуб нашей страны не имеет поддержки абсолютно никакой. То есть помощи, вот, скажем так, я 4-й год, я в этом начальник этого аэроклуба. Я военный летчик, закончил Харьковское летное училище по профессии истребительно-тактической авиации. Служил Украина, Азербайджан, Грузия, Беларусь, Дальний Восток, Ставропольский край. Вот. Сейчас на пенсии, вот, руковожу этим аэроклубом. Тем не менее, вот у нас сейчас команда, скажем так, остались одни патриоты, потому что патриотизм — это не сидеть за столом, да, и рассказывать, как мы любим свою республику. Патриотизм — это вот заниматься детьми, да, вот с улиц забирать детей, потому что где наши дети, кроме компьютера, я не знаю, и шляться по улицам, наверное, ничего не видно. А сейчас ищи того нет уже, только в телевизоре, в телефонах. Есть другая жизнь, есть авиация. Ты один раз попробовал, тебя уже оттуда не оторвешь. Поэтому у меня сейчас здесь все, во-первых, профессионалы, все летчики 2-1 класса, парашютисты, мастера спорта. Ну, помощь, у нас все здесь на энтузиазме. Все, что мы делаем здесь, это чисто... Вот если берем соседние республики, тоже Чечня, Дагестан, Ингушетия, не имея ничего, ни даже истории в плане авиации, да, там парашютного спорта, тем не менее Ингушетия выполняет уже 5-й международный соревнования по парашютному спорту, да, даже в условиях, где у них даже аэродрома нету, мы им обеспечиваем техникой, они обеспечивают соревнования. Чечня, 8,5 миллиарда потратили на парашютный дроп-зона, так называемый, где выполняется подготовка парашютистов, военнослужащих по подготовке, парашютной подготовке с оружием и так далее. Дагестан, более 600 детей, у них детская спортивная школа «Полет», вот они, наверное, видели, они здесь у нас постоянно приезжают, тоже у нас прыгают, у них сейчас пока с техникой на заводе ремонт у них самолета, и они сюда каждый месяц по 2-3 раза приезжают со своими детьми 14-летнего возраста, привозят курсантов кадетских училищ, и они выполняют здесь у нас прыжки. Им тоже выделяется, есть финансирование правительства Республики Дагестан. Здесь у нас, конечно, в этом плане помощи никакой ни от кого, поэтому будем выкручиваться сами потихоньку. Что-то мы восстанавливаем. Если брать, что 3 года назад у нас был один самолет без документов и куча долгов, которые были оставлены еще от предыдущей команды, ни одного парашюта, то сейчас у меня больше 40 парашютов. Это чисто по знакомству, то, что Министерство обороны, друзья, те, которые служат еще до сих пор, помогли мне. Взял у них для работы с нашими детьми. Что-то где-то спортсмены принесли, восстановили мы планера. Сейчас у нас на ходу 12 летательных аппаратов. Но требует ремонт. Это сейчас большая необходимость, конечно, это требует ремонт. 2 самолета-буксировщика планеров уже вышли по годам. Нужно межремонтные года уже закончились, налет у них большой уже. И восстановление 2-го самолета Ан-2, который у нас сейчас сидит в Ессентуках уже год. Нужна помощь, конечно, правительства и всех неравнодушных к этим видам спорта. А так, вот у нас будет завтра мероприятие по
празднования 87-й годовщины ВДВ. Я всех приглашаю на аэродром с 11 часов. Будет показательное выступление спецназа и Мурманского ОМОНа. И 20 августа, День авиации. Как всегда, на нашем аэродроме будет показательное выступление и летчиков, и парашютистов, и планеристов. Поэтому всех приглашаю. Приходите, летайте, прыгайте, живите небом. Спасибо. А ну-ка, вот это что они делают? Они сейчас готовят флаг. Я заказал флаги шилленные. Флаг ВВС. Он будет прыгать с этими флагами. Будет. Завтра, вот увидите, большие флаги, они 4 на 6 метров. Будет прыгать с парашютом. Безумные идеи и смелые